Раз, 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 два, три.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Пожалуйста, начнем. Доброе утро. За отчетный период произошло 22 пожара, пострадавших нет, 1 погибший. Крупных пожаров не было. Итого с настоящим итогом с начала года пожаров 778, гибель 7 на 11, пострадавших 9 на 8. Спасено 25 человек, материальных ценностей на 123 миллиона. Также проводились рейды по жилым секторам. Всего проведено 47 рейдов, проверено 289 домов, проинструктировано по правилам пожарной безопасности 687 человек. Доклад закончен. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. За отчетную неделю всего проведено проверок планово 6, внепланово 1, составлено административных протоколов всего 8. По части 1 20.1 на физлиц 2 на сумму 4000, должностных лиц 1 на сумму 8000, юридических лиц 1 на 200 тысяч рублей. И вынесено предупреждение на физлиц 1, должностных лиц 2, юридических лиц 1. Проведено профилактических обследований 1, рассмотрено жалоб 2. Принято к новому учебному году всего школ 13, детских садов 6. Все, доклад закончен. По приемке школы и детских садов это в графике или отставание есть? Графики. В графике. Хорошо, спасибо. Николай Петрович, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За неделю в городе Якутске зарегистрировано 14 сообщений о преступлениях, раскрыто 8. Из них тяжких, особо тяжких 1, раскрыто 1. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 30. Это 3 тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 19 краж, 1 угон, 3 мошенничества, 1 хулиганство и 1 прочее преступление. Установлено лиц, совершивших преступления 43, из них ранее судимыми 16, женщинами 6, несовершеннолетними 5. Поступило сообщение без вести пропавших 14, в том числе несовершеннолетних 5. Без вести пропавших установлено 12, 6 из которых были объявлены в течение недели. Из них несовершеннолетних 6, 5 из которых объявлены были в течение недели. Ненайденных несовершеннолетних на сегодняшний день нет. Объявлено в розыск преступников 8, из ранее объявленных установлено 3. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 1, суицидов 1 на 1. По безопасному городу выявлено 1 административное правонарушение. По системе гражданин-полиция сообщений не поступало. План перехват вводился 1 раз, транспорт не задержан. За неделю отделами и подразделениями составлено административных протоколов всего 1403. В специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 45 человек. На 4 августа всего содержится 40. С ВСНП за отчетную неделю помещен 1 несовершеннолетний. В изоляторе временного содержания за неделю задержано 8 человек. Из них арестовано 6, освобожден 1. Также продолжается операция «Абитуриент». Закончили работу по операции «Улица». На охрану общественного порядка задействовано было всего ЧОП 3 сотрудника, ДНД не выставлялось. Было проведено 1 мероприятие. Доклад закончен. Скажите, пожалуйста, вот рейд по несовершеннолетним, какие результаты дал последний? С пятницы на субботу проводили рейдовые мероприятия в рамках операции «Улица», также в рамках операции «Абитуриент». Всего было доставлено 37 несовершеннолетних, которые находились на улице, в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей, взрослых. Составлено всего 22 административных протокола. 2 из этих несовершеннолетних детей были в состоянии алкогольного опьянения. Также выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Где? В баре по улице Клара Сеткин барменом Амосовым. Также помещен в ВСНП 1 несовершеннолетний, как уже говорил. ЕРПНД помещен 1 несовершеннолетний. Но остальные были в общественных местах без сопровождения взрослых. Ну, в принципе, 37 это практически в 2 раза меньше, чем в прошлый рейд. Да. Но все равно показывает, что несовершеннолетние все-таки они находятся. Некоторые по 2-3 раза мы их устанавливаем, передаем родителям.
Но все На равно прошлой неделе мы собирали совещание, присутствовал замминистра МВД Лебедь Лебедь, Олег да, Анатольевич. ваш руководитель Николай Иванович, значит, начальник столичной полиции. Мы договорились о том, что составляем график дежурств общественности, да, по принципу ДНД. Поэтому, значит, уважаемые сотрудники окружной администрации, работники муниципальных учреждений, необходимо будет в помощь полиции тоже выходить в рейды. Как только график будет составлен, мы до вашего сведения доведем. И по округам выйдем, и в целом по городу. Надо быть готовыми, поскольку у нас довольно большая армия вместе с муниципальными, казенными учреждениями, бюджетными учреждениями, поэтому нам здесь в стороне оставаться нельзя никак. здесь Спасибо. да, в пятницу на субботу много общественности было в Министерстве образования. Там, по-моему, порядка 20 человек, что ли, было. Порядка 20 человек вышли. Да, да. Хорошо, спасибо. Помогали. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, Валерий Евгеньевич. Доброе утро. За прошедшую неделю оперативная обстановка на объектах транспортного комплекса города Якутска оставалась стабильной. Политических акций, массовых мероприятий на объектах оперативного обслуживания не проводилось. Значит, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Путина-2019». За прошедшую неделю зарегистрировано 4 преступления. За административные правонарушения в дежурную часть доставлено 107 граждан. Из них за нарушение антиалкогольного законодательства 54. За нарушение миграционного законодательства 9. Инспектора МПД также выявлено 15 несовершеннолетних лиц, из них 2 помещены в ЦВСНП. Вмешательство в работу аэропорта, речного порта не допущено. Доклад закончил. Спасибо. Пожалуйста, Данил Петрович. Доброе утро. За отчетный период проведено 11 проверок, из которых 4 внеплановых и рейдовых 7. В ходе всех проверок выявлено 8 нарушений, выдано обязательное предписание 2 и передано по подведомственности в мировой суд 2 дела. Наложено 4 штрафа на общую сумму 3000 рублей, взыскано из них 2 штрафа на общую сумму 1000 рублей. Продолжаем. Начали выдавать разрешения на добычу пернатых. Будем продолжать это до конца этого года. Доклад окончен. Спасибо. Иван Петрович. Здравствуйте. Ой, простите, Егор Александрович, Георгий Александрович. На 5 августа в городе Якутске работают 6 дневных загородных стационарных оздоровительных лагеря. По сравнению с первой сменой в 2018 году отмечается снижение эффективности оздоровления в Республике Саха-Якутия, в том числе и в городе Якутске. В 2019 году есть 64,9% выраженного эффекта, в 2018 году за аналогичный период 86,3%. По городу Якутску в соответствии с графиком приемки школ из 24 подлежащих принято 25 школ. За отчетную неделю в городе Якутске проведено 6 исследований атмосферного воздуха на оксиды углерода и азота, диоксиды серы и азота. Превышение ПДК не установлено. Качество подаваемой питьевой воды остается стабильно качественной. За 2 недели наши специалисты принимали участие в 3 выездных рабочих совещаниях с ЭГХ в рамках мероприятий по промывке и дезинфекции водопроводной сети. За отчетную неделю рассмотрено 27 дел об административном правонарушении в отношении 3 граждан, 10 индивидуальных предпринимателей, 9 должностных лиц, 5 юридических лиц. Наложен административный штраф на общую сумму 151,5 тысячи рублей. И в конце такое объявление вышло постановление главного государственного санитарного врача о мероприятиях по профилактике против гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2019-2020. С августа организационные мероприятия по информированию населения начинаются. И примечательно то, что если до прошлого года прививали до 30% населения, то в этом году говорится о необходимости достижения охвата прививками против гриппа до 50%. Сколько? До 50% от общего количества населения. У меня Так. все. По снижению эффективности детского оздоровления причины какие вы выявляли, да? Или вы просто фиксируете на основании данных, которые вам предоставлены? Ну, это устанавливают медицинские работники. В основном это вес, рост, динамика кисти, но это все в совокупности. И связываем это с уменьшением количества дней в смену.
Уменьшение количества дней в смену. Да, Вес, рост и прочие показатели, да, плюс к этому? да. Так, понятно. Управление образования, тогда дополнительно к этому информацию мне на неделе предоставьте, ваши данные, совместно с управлением здравоохранения. Так, и по прививочной кампании, у нас там очень большое количество детей в детском саду, но прививочная кампания в детских садах обычно идет более-менее ровно, да? Значит, у нас проблемы возникают с прививанием детей в школах. В школах много бывает отказов, да? И, собственно, работники образовательных учреждений. Или в детских садах тоже у нас обычная проблема? Да, вот та категория, которую вы назвали, относится к декретированной группе, которая подлежит вакцинированию против гриппа обязательно. И мы должны достичь в этом сегменте 70, не менее 70%. Так, по детским садам и школам 70%. 75%. 75%. Декретированная группа. Так, мы договаривались о том, что, значит, вы выступите с информацией, ну, кто-то из ваших специалистов, на общегородском родительском собрании, которое мы будем проводить в первых числах сентября. Также прошу вас принять участие в августовском совещании, значит, по городским школам с информацией, потому что, кроме всего прочего, там есть определенная ответственность родителей, которые отказываются от прививания своих детей. Но мало кто об этом знает, о том, что в прививок эпидемии, в период эпидемии такие дети в принципе не допускаются к образовательному процессу, но мало кто об этом знает. Поэтому просьба нам в этом смысле помочь и также подготовить текст, информационный текст для средств массовой информации, который мы, значит, разместим в том числе и в наших муниципальных СМИ. И, пожалуй, надо, наверное, даже интервью. Хорошо? Хорошо. Так, спасибо. Административная комиссия. Доброе утро. За прошлую неделю составили протоколы админ-комиссии 14 протоколов. Всего за следующий период, то есть за 7 месяцев 240 протоколов. Сайсарский округ 9, всего 30. Промышленный 6, всего 155. Автодорожный 2, всего 214. Губинский 2, всего 30. Строительный 2, всего 103. Отдел потребрынка 2, всего 6, Гагаринский 1, всего 52, Табага 1, всего 1, Октябрьский 0, всего 24, Центральный 0, всего 82, Кангалас 0, Мархан 0, 12, Маган 0, Пригородный 0, Пологин-Кальдямский 0, 3 и Хатасы 0. Всего за неделю составили 39 протоколов, из них всего за год 952. Из них по 6.9, то есть по размещению временных торговых объектов 21 протокол, по 3.5 по нарушительной покоя граждан 12 протоколов, по 6.25, то есть по уборке территорий 4 протокола и по 6.19 всего 2 протокола. Хотелось бы немного подробнее остановиться на эту статью 6.19, то есть по расклеиванию объявлений и размещению афишных материалов. Всего за год, за истекший период составлено всего 5 протоколов, из них 4 админ-комиссии и 1 Сайсарским округом. Другие округа, я хотел бы сказать, в этом направлении работу вообще не ведут. Вместо этого они обязывают своих дворников, направляют их и таким образом устраняют эти объявления, вместо того, чтобы их устанавливать и обязывать лица, расклеивающих эти объявления, устранять нарушением. Чтобы их установить, много труда не нужно. Все телефоны, адреса уже написаны в этих объявлениях и афишах, но в этом направлении почему-то работа не ведется. По предписаниям всего за неделю вынесено 64 предписания. Из них в отношении управляющих компаний 25, исполнено 34. Всего за год 1774, из них исполнено 1575, не исполнено 204 предписания. У меня все. Так, вот нам горожане жаловались по поводу службы такси Кулаковского, 12. Там какие меры приняты? Помните, подъезд зарисовали они там прям? Это роллы и пицца. Роллы и пицца. Роллы и птица? Составлен протокол пицца. на той неделе. Да. Ага. Составлен протокол по 6.19 мной. Заседание по этому протоколу состоится 8 августа. Хорошо. Так, по лошадям этим бродячим-то? По лошадям
Но сейчас вместе с УСХ разрабатывается место их содержания. Наверное, скорее всего, будет ипподром, хотя у них в уставе это не прописано. И, наверное, нужно изменения внести в устав ЕГСХ. Так, понятно. А относительно вот тех лошадей, которые вы загоняли в ЕГСХ, хозяин объявился, что вы с ним сделали? Да, хозяин объявился, это житель Хатаса. В отношении хозяина, владельца животных составлен протокол по 6.25 за нарушение правил уборки территорий. Только за уборку территории? Ну, то есть за то, что за эксперименты животных, которые владелец не убрал за своими животными. Да, можем только по 6.25 их привлекать. И сколько там штраф? Для физлиц от 1 тысячи до 5000 рублей. 1000 рублей? До 5. До 5. Да пусть пасутся и кушают цветочки дальше. Нам все-таки надо здесь какую-то административную практику совместно выработать, найти. С правовым департаментом соберитесь, потому что на самом деле это просто, повторяюсь еще раз, это физически угрожает горожанам. Всем, независимо от возраста, независимо, потому что табун лошадей, который что-то напугает, это просто, я который раз вам уже всем говорю. И, конечно, вот эта вот уборка территории, ну, это... Я понимаю, что хоть так вы смогли привлечь, да, ну, хорошо, но, тем не менее, мы-то говорим немножко о другом. Они представляют угрозу. Хорошо. Так, ладно, спасибо, садитесь. Управление муниципального контроля. Доброе утро. За неделю поступило 125 обращений от юридических и физических лиц, отработали 102. Из них мы обследовали 75 земельных участков. По итогам обследования направлено 6 документов в правовой департамент для подачи исковых заявлений в суд. Наложен 1 штраф на сумму 100 тысяч рублей. Кратко все. Так, хорошо. Управление дорог. Доброе утро. Все работы согласно национального проекта «Безопасные, качественные, стабильные дороги» идут в графике. На прошлой неделе мы объехали практически все объекты. Также был объезд с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия Александра Евгеньевича Тарасова. Ну и в рамках своих обязанностей также выезжали и смотрели те или иные работы, которые проводят наши подрядчики. Здесь у нас существенные изменения произошли в микрорайоне Марха, так как подрядчик начал уже к асфальтовым работам, как было анонсировано, и начал асфальтировать улицу Экспериментальная. Следом у него веерного типа работы идут по Якова Петерса, Газовиков и Школьной. Все 4 объекта, по ним ведутся работы, такие как вынос коммуникации, укладку бордюрного камня, ну и непосредственно асфальтовые работы. По автодорожному округу у нас также есть участки, где подрядчики приступили к таким работам, завершили такие работы, как водоотводные лотки и бордюрный камень. В частности, по улице Ивана Орбита подрядчик вышел с бордюрным камнем и завершил работы по водоотводным лоткам. По Красильниково также осталось подготовить слой щебенистый под асфальтовое покрытие. По строительному округу у нас по улице Жарницкого идет также укладка бордюрного камня. На следующей неделе, в конце следующей недели подрядчик анонсировал также то, что начнет укладку асфальтового покрытия. По Петра Алексеева на этой неделе мы принимаем работу у компании УГРС «Саха-Транснефтегаз» по выносу и замене труб высокого и низкого давления. По Хатынь-Юрахскому шоссе заактировали все места, где образовались у нас пучины. Также отработала компания АО акционерная УГРС «Саха-Транснефтегаз» в части подключения операторов. Здесь мы смотрим, как работает компания АО «Монтаж-сервис» по улице Экспериментальной. Следующий слайд. Улица Жарницкого. К вопросу жителей, какая ширина проезжей части, и после укладки бордюрного камня визуально кажется, что дорога узкая, но при этом замеры показывают, что он соответствует требованиям государственного стандарта, и ширина составляет 7,5 метров. 7,5 метров? Да. Следующий слайд. Это вот улица Газовиков. Здесь подрядчик, в принципе, контуры вывел, и после того, как завершит асфальтовые работы по
экспериментальный, он перейдет на Якова Петерса и газовиков. Следующий слайд. Вот как раз-таки Яков Петерс. Здесь ситуация немного изменилась, ввиду того, что все земработы практически завершены, но осталось только асфальтовое покрытие. Следующий слайд. В целом по нацпроекту еженедельные объезды совершаются, отставаний существенных нет. Ну и к вопросу изменения дорожной разметки с 1.7 с двойной сплошной на прерывистую. Здесь указаны участки улиц, в которых в настоящее время согласованы прерывистые. Данный список у нас меняется от комиссии к комиссии, получается. Следующая комиссия у нас пройдет в 15 числах августа, где также есть ряд заявлений от жителей и организаций, где они просят нанести дорожную разметку. Следующая комиссия когда, говорите, на этой неделе? На следующей неделе. На следующей неделе. Да. Да. Сколько заявок там у вас? Ну, пока 6 заявок. Пока 6 заявок. Ну, я смотрю, вы где-то порядка 25 уже изменили с двойной сплошной на прерывистую. Да, Порядка 25 участков. Это все, что на сегодняшний день. да, Так, ГИБДД у вас в составе комиссии, правильно? да. Решаете Совершенно коллегиально? верно. Хорошо. Значит, на следующей комиссии еще порядка 6 участков. Да. Школы смотрите. Школу смотрим, и вот как раз в рамках подготовки к новому учебному году у нас сейчас совместно с ГИБДД организована комиссия, в рамках которой мы обследуем все участки школ, ну и работаем согласно маршрута школьник, школа. Ну, я предлагаю, знаете, что сделать? Когда вы поедете на обследование участков около школ, да, возьмите с собой представителей общегородского родительского комитета. Пусть Хорошо. посмотрят вместе с вами, потому что я думаю, что не везде мы согласимся с предложениями горожан, потому что безопасность детей дороже удобства чего-то. Поэтому, чтобы все решения, которые будут приняты в вашей комиссии, были понятны людям. Хорошо? Хорошо принято. Ну и как бы вообще на самом деле сделайте их более открытыми. Пусть принимают участие все жители, которые хотят. Через управу сделайте оповещение, пусть поучаствуют. Люди должны понимать логику принятия решений. Что это не просто отказ, нет и все. А почему? В связи с чем? Что это прежде всего в их же интересах. Ну, где отпускаете и делаете прерывистую, ну, это как бы ладно. Хорошо принято. Сегодня мы с вами с 10 выезжаем на объезд. Да, Маршрут пока не вижу, внесите, пожалуйста. хорошо. Хорошо, спасибо. Так, дальше. Дальше. Управление образования. Доброе утро. По управлению образования продолжается работа по подготовке к новому учебному году. В детских садах продолжается комплектация. Нет, это понятно. Вы мне скажите, из скольки школ сколько вы приняли на сегодняшний день? Из скольки детских садов сколько вы приняли на сегодняшний день? Как продвигается ремонт запланированный? В какие сроки должен закончиться? В графике нет. Общие слова говорить не нужно. По ремонту начнем с этого. У нас ремонт идет по 11 объектам. Из них, получается, 3 лагеря было. Они давно завершены, эти работы. 3 детских сада, по ним работы завершены. 3 школы, 5 детских садов, по которым работы завершены. И 3 школы, по которым работы не завершены по замене дверей и окон. Но они в графике? Они в графике, срок завершения работ 12 августа. По приемке. Приемка осуществляется в соответствии с графиком. На сегодняшний момент комиссией межведомственной, состоящей из сотрудников управления образования, членов профсоюза, принято 40 детских садов и 21 школа. Так, по комплектации новых школ. По комплектации новых школ за неделю поступления оборудования не осуществлялось, идет сборка уже поступившего. Есть какие-то проблемы? По замечаниям администрации школ, они считают, что сборка происходит слишком медленно. То есть малое количество сборщиков на объектах. Все школы? Ну, в основном это претензии у АИКа там и у садика Цветик-Семицветик. Выезжали на место, смотрели, проверяли? Так, на этой неделе не выезжали, на прошлой планируем на этой. Так, на этой неделе тогда давайте вместе выедем, посмотрим. Меня интересует еще 35-я школа. Хорошо. 35-я школа и 6-я школа. По 6-й школе у нас Михаил Сергеевич долг.
мы должны вернуть там по... Что мы у них забирали? Столы же забирали, да, в 6-й школе? Да. Хорошо. Так, ладно, садитесь. Агентство земельных отношений. Интересуют участки для многодетных. Доброе утро. Еще раз повторюсь, что нами были направлены документы в Москву 15 июля. Игнатий Пионерович был в командировке. Во вторник, то есть завтра, зарегистрируют наш пакет документов. Замечания были устранены. В основном это было по содержанию, по комплектованию пакета документов. В пятницу будет известно более подробно. В случае положительного решения документы будут направлены в Министерство природопользования для согласования. Вопрос на контроле, с исполнителями мы на связи. После Министерства природопользования Российской Федерации куда должны поступить документы? Потом они возвращаются, собираются полностью межведомственные запросы и готовится проект распоряжения и направляется. Сколько вам потребуется на эту работу? Точно сроки нам не озвучили, но рассчитываем, наверное, на месяц, на полтора. В этом году вопрос перевода земель может решиться? Ну, я думаю, что да, в принципе, должны, с учетом того, что нужно будет сделать кадастровые работы, размежевать земельные участки. Вы знаете, сколько человек у нас стоит в очереди на получение земельных участков, многодетные семьи, и сколько лет они ждут? Поэтому, пожалуйста, прошу работу выполнять очень аккуратно, все в соответствии с требованиями, значит, органов, которые выдают разрешение. Это как бы наш вопрос особенного контроля, особого контроля. Так, по многодетным, ну ясно, ладно, садитесь. Жилкомсервис. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы отметить, что у нас подошел к концу июль месяц. Значит, наш полигон принял за месяц 64 973 куба мусора. Откачали мы за этот месяц 42 780 кубов жидких нечистот. Значит, отловлено более 80 безнадзорных животных, если быть точнее, 82. Вывезено нестационарных объектов, гаражей 49. Вот. Особое внимание было уделено нашим болевым точкам, то есть это Марха, жителям, которые проживают по улице Заводская, дома 3, 5, 7, 9, 11 по вот этой стороне. За эти выходные мы вывезли оттуда только 160 кубов мусора. На сегодняшний день свалка ликвидирована там. Требуются, конечно, небольшие работы по благоустройству территорий, но это уже внутренние проблемы организации внутренних дворовых территорий жильцов. Значит, особое внимание было уделено откачке луж в связи с ливнем, который случился в эти выходные. За 2 дня мы откачали 1725 кубов. Сегодня еще, значит, некоторые места требуют внимания, но в целом ситуация удовлетворительная. Так, ну, спасибо большое, что быстро среагировали по Мархе. Я надеюсь, что вы и в дальнейшем будете также все оперативно решать. Значит, на этой неделе мы с вами встречаемся, вы мне докладываете ситуацию по жилкомсервису в связи с задолженностью Якутской кассетей. Ну и, может быть, какие-то первые мысли, которые у вас возникли относительно работы, я готова вас выслушать. Понятно. Так, садитесь, пожалуйста. Главстрой. Доброе утро. Ну, по дорогам добавлю немножко. Мы в плановом режиме также на прошлой неделе провели День качества совместно с Росавтодором. Замечания, выданные, которые сегодня также в плановом режиме будут отрабатываться, устраняться. На предстоящую неделю все-таки нашим всем генподрядчикам дано задание предоставить планы мероприятий все-таки по каждому объекту, который у нас в проекте сегодня состоит, для того, чтобы они нас все-таки сориентировали по срокам, конкретным срокам, позволяющие вот в сжатое время все-таки завершить все свои работы.
На этой неделе мы, думаю, все эти графики сформируем и вам предоставим, чтобы на утверждение. Так, пожалуйста, Кангаласы на особый контроль школы. Да, С экспертизой как там? Да, из 9 проектируемых сегодня объектов, на прошлой неделе мы вот в приоритетном порядке это 3 объекта, все-таки у нас под контролем это школа Кангаласы, Вилюйский и Толстого 20, где мы сегодня уже, можно сказать, в ручном режиме перешли на работу с проектным институтом и с госэкспертизой. Дважды на прошлой неделе встретились один раз с руководством, ну, и второй раз с руководством, ну, с Верой Алексеевной, потом с Филиппом встретились. В общем, совместно с проектными институтами мы отрабатываем локальные замечания уже, которые нам сегодня затягивают, будем говорить так, вот эти сроки. Потому что если будет ускорение по экспертизе, то, в принципе, нам это даст 2-3 дополнительных недели, которые для нас в конце года будут прямо решающими. По школе Кангаласы мы подготовили дорожную карту, вот предоставили Евгению Николаевичу. Ну, я ее видела, вот поэтому меня и беспокоит, что у нас там прям декабрь впритык просто. Но мы, конечно, все равно ведем сейчас разговоры, чтобы вот именно постарались они сроки сократили. Хорошо, хорошо, ладно. Садитесь. Так, Союз Авто. За прошедшую неделю... Громче, пожалуйста. За прошедшую неделю было совершено одно ДТП, одно падение в автобусе пассажиров. График расписания выполнен на 90%. Насколько? 90%. Неправда. По падению женщины в автобусе провели расследование служебное свое внутреннее? Понятно, что там органы будут заниматься. Вы к какому выводу пришли? Мы провели, также была видеосъемка там снята. Видеосъемка есть все-таки? Вы имеете в виду какое падение? Ну, видеорегистратор, то, что, да, в салоне должно вестись. Ну да, там женщина стояла как бы на выходе, она тросточку из руки в руки начала передавать, автобус ехал, как бы там не тормозил резко, ничего, произошло падение. Ну, потому что родственники-то жалуются, что видео удалено момента падения, что она только сходила, и водитель автобуса начал двигаться. Нет, мы с вами говорим про тот случай, когда женщина в кому впала. Вы мне про другое говорите. Да, я про другое говорю. Да, там видео, там видео нету пока. Там ведется уголовное, там занимается милиция. Так, смотрите. Наше внутреннее расследование проведено, как бы человек пока отстранен от работы. Ну что значит пока отстранен? Я Ну, полагаю, в смысле, он что... отстранен, и там уже... Так, а с этим деятелем, который на свой мобильный банк собирал деньги с пассажиров, Улугбек, с ним что? С ним проведена профилактическая беседа. Вам не кажется, что это нарушение налогового законодательства? Сейчас мы разбираемся в данном вопросе. Вы мне одной беседой не отделаетесь, я вам серьезно говорю. Каждую неделю происшествия на городских автобусах. Там женщина упала, тут женщина упала, там, значит, вы обходите, нарушаете налоговое законодательство, какие онлайн-кассы. Видео, значит, вы с салонов удаляете. Видео не удаляется, почему? Ну как не удаляем? Вы же говорите, видео нет, ничего не знаете вы. Ход моих мыслей какой, я вам объясняю. Да? Вот вы мне сейчас докладываете 90%, но те данные, которые внесены, Михаил Сергеевич, я вам отправляла, значит, там свидетельствуют совершенно о другом. Начиная с тех маршрутов, которые ежеквартально допускают, значит, нарушение графика выхода автобусов, необходимо договоры расторгать. Необходимо договоры расторгать. Я на сегодняшний день, поправьте меня, может быть, я ошибаюсь, считаю, что Союз Авто – это лишняя прослойка между пассажиром и, собственно, водителем автобуса. Вы лишние. Я считаю, что муниципалитет или ЕПАК в лице ЕПАКа может заключать непосредственно прямые договоры с маршрутами, минуя, значит, Союз Авто. И в ваших услугах, мне кажется, мы не нуждаемся. Вот если это дальше будет продолжаться, вот это 90% у нас все хорошо, мы с ним поговорили.
Сколько я могу? Вот уже 10 месяцев я вас призываю к тому, чтобы вы нормализовали работу городского автотранспорта. И из недели в неделю вы мне повторяете одно и то же, что все у вас хорошо. На самом деле это не так. Поэтому я все-таки, Михаил Сергеевич, настоятельно прошу, чтобы вы комиссионно все это рассмотрели. Я повторюсь, я могу ошибаться. Может быть, это не так, и действительно союз автора работает прекрасно, и, в общем, все это все придирки, и это все как бы не имеет места. Но, повторяюсь, внесите мне коллегиальное решение, что вы будете по этим фактам делать. Это безопасность горожан. Спасибо, садитесь. Так. Управление. Так, департамент градостроительства. Всем доброе утро. На прошлой неделе у нас состоялось совещание с Минстроем по проблемам ввода объекта Короленко 25. Сейчас у них решается вопрос с земельным участком, а заявление лежит уже в агентстве земельных отношений. После решения данного вопроса и перепроектирования, устранить замечания по проекту, они должны внести уже заявление на получение разрешения на строительство. Как только оно поступит, рассмотрим в ускоренном темпе. По поводу Красильникова, объектов по Красильникову. Так, по срокам, по Короленко 25, когда вы планируете завершить все действия? Надеемся, до начала отопительного сезона, Да. до конца сентября. Могу дополнить, мы вот в пятницу, когда совещались, 15 сентября мы поставили для себя. 15 сентября. Да, потому что уже год практически прошел, людям обещали. Ну, понятно, что там как бы действия застройщика крайне отвратительные, который сейчас пытается все свои проблемы повесить на муниципалитет. Мы в прошлом году, несмотря ни на что, этот дом к теплу подключили, водоснабжение подали, сделали так, чтобы люди могли проживать в этом жилье. Сейчас, значит, застройщикам определенные процедуры пройдены, ну, соответственно, ладно, там пусть он делает это все. Мы будем действовать в интересах людей. Там 500 с лишним квартир, порядка 1500 человек ожидают решения. И несмотря на действие, бездействие там, застройщика, мы будем делать все, что касается интересов людей. Значит, по Красильниково. Судебное у нас на этой неделе, да? Ой, насчет этого не Департамент, правовой департамент. Правовой департамент. В их требованиях отказали? К микрофону подойдите, я вас плохо слышу. У меня есть информация по иску Литвинцева, Новая Якутия, о признании права собственности на дом по улице Красильников в требованиях отказано, если вы к этому имеете отношение. Да, Красильникова 4. Но мы с вами собирали совещание с участием жильцов этого дома и говорили о том, что застройщик должен пройти экспертизу, нормальную строительную экспертизу, которая должна подтвердить, что здание, жилой дом построен в соответствии со всеми строительными нормами и правилами, и жизни и здоровью граждан в этом доме ничего не угрожает. И в случае, если нам предоставят такую строительную экспертизу, заключение, да, положительной строительной экспертизы, мы говорили о том, что мы пойдем навстречу жителям и попробуем, значит, это здание легализовать. Оно у нас тоже самострой, да? И в результате отказали. Мотивированный отказ мне потом покажете, на основании чего суд принял решение. Может быть, мы опять каких-то документов не довнесли. Но я повторюсь, конечно, в этой ситуации муниципалитет не виноват. Это самовольное строение, в которое заселились люди. Но поскольку мы понимаем, что люди вложили свои последние деньги, и больше некуда идти, а скоро у нас снег, собственно говоря, да, то есть мы пытаемся как-то в рамках действующего законодательства этот вопрос в пользу жителей урегулировать. Если что-то не получается, то покажите решение суда на основании чего. Хорошо, сегодня должен. Ну и по остальным объектам. Значит, скоро у нас опять Можайского начнет возмущаться по поводу того, что в их гаражи там тепло не подается, там еще что-то не подается. Поэтому, Евгений Николаевич, вот эти вопросы надо все прямо на контроле. Где у нас живут люди в самовольных строениях, перечень весь составьте, потому что опять начнутся у нас проблемы. Хорошо, садитесь. Садитесь. Так, Губинский. Доброе утро.
В Губинском округе имеется 163 многоквартирных дома. По подготовке к отопительному сезону идет по плану в целом. Промывка составляет 87%. С 1 июля по OneClick поступило 11 обращений. 9 из них решенные, 2 в работе. ЭДДС 27 июля было 4 обращения, 2 работы, 2 решенных. Но в выходные, суббота и воскресенье добавилось 4 обращения. 3 из них касаемо дождя. Работы ведутся по ним. На прошлой неделе выдано 23 предписаний. Это основная часть управляющей компании, в том числе Губинской. С 11 предписаний 9 это в отношении Губинского, ЖКХ Губинского. Так, подрядчик свой наш работает по откачке. Сухой мусор на сегодняшнее утро есть в 16 адресах. КГМ, крупногабаритный мусор, в 20 адресах. 40, где-то примерно 40 кубов, но рекоператор уверяет, что сегодня в течение дня все вывезет. По вывозу гаражей на сегодняшний день в Губинском округе вывезено всего 245 гаражей, из них собственники 215, жилкомсервис вывез 30 гаражей. По исполнению по нестационарным торговым объектам у нас составляет 68%, по металлическим гаражам, по заключению договоров 40%. По ремонту детских площадок у нас состоялся 2 аукциона. Ремонт детских площадок сейчас в данный момент осуществляется на 29. По плану 10 августа они должны закончить. 23 июля у нас тоже состоялся 1 аукцион по детским площадкам по установке МАФов. Это на этой неделе подрядчик приступает к работе. Всего у нас 64 детских площадок, из них в этом году у нас попало в план работы 29 детских площадок. В следующем году тоже также проведем работу. Коротко все. Спасибо. Центральный. Доброе утро. Значит, в целом санитарное состояние удовлетворительное, так скажем, стало получше. Там есть КГМ вопросы по, значит, застройкам. По детским площадкам у нас всего 74, из них бесхоз у нас составляет порядка 15. Будет проводиться ремонт в середине августа, уже отыгралась компания, которая это будет делать. И с этой недели начинает порядка 15 адресов. Значит, МАФы должны подойти, детские площадки, в середине августа, и до конца августа они будут установлены на 4 адресах. Плюс дополнительно, значит, компания ЕТЭК будет устанавливать МАФ за свой счет, значит, как в качестве спонсорской помощи по адресу, где магазин «Вавилон», Петра Алексеева, Лермонтова, угол. Там есть площадка, но она, так скажем, достаточно небогато там установлены МАФы, и мы дополнительно с ними побеседовали. Они будут эти работы проводить, и в этом году уже они введут более-менее в приличном состоянии, согласно ГОСТам, будут введены эти детские площадки. Значит, по вывозу гаражей на 85% выполнено, по НТО тоже порядка 80%. Значит, по подготовке к зиме 87% от количества МКД, которые находятся на центральном округе, тоже работа проведена. Я думаю, что все идет в графике. Есть небольшие проблемы. У нас 2 адреса. Это Чернышевского 12, 12/1 двор в ужасающем состоянии. Были проведены встречи с жителями этого двора. Ну и дополнительно еще Курашова 1/1. Мы постараемся в этом году, либо на будущий год внесем их в ремонт, потому что там просто это невозможно там даже просто проехать. Поэтому в этом, значит, направлении ведутся наши работы, переговоры. Я надеюсь, что мы в этом году и в будущем году мы это дело сделаем, проведем. Значит, градирование по 150-му кварталу мы уже проводили. Дополнительно в конце августа еще будем проводить градирование, чтобы в зиму вошли, дороги были в нормальном состоянии. Сейчас несколько затрудняет градирование, то что там проводятся работы по Петра Алексеева, заезд он
перекрыт там получается. Как только, значит, заезд будет открыт, мы там уже займемся и отсыпкой дополнительной детсада Журавлик, ну и те дороги, которые Феликс, Акона существуют, мы еще раз дополнительно на них деньги есть, пройдемся. В этом году, я думаю, что там особых вопросов нет. Ну, в принципе, вкратце все. По Курашову 1/1 какие собираетесь работы проводить? Потому что жители постоянно жалуются, Да. что их двор превратился в парковку мэрии. Ну, тут вопрос такой, значит, мы, во-первых, там водой заливает достаточно часто, и как лужа, и дополнительно мы для того, чтобы это у нас в парковку не превращалось, мы там, скорее всего, шлагбаум будем устанавливать. Они согласны на шлагбаум? Да, они согласны, сегодня еще ко мне подойдут они после обеда, будем с ними беседовать, инициативная группа, я думаю, что они согласны. Мы сделаем так, чтобы воды не было, ну и шлагбаум установим для жителей, чтобы они могли пользоваться. Ну и там совершенно нету ни детской площадки. В этот год, Сардан Владимирович, не успели мы туда на установку. Ну, на понятно, будущий год. главное, что Да. основную проблему решить, чтобы двор был двор, а не парковка мэрии. Хорошо. Так, значит, промышленный. Мне жители жалуются, что улицу Речников отсыпали горным песком. Так и есть? Микрофон, пожалуйста. Горным Песком отсыпали. Почему? Потом сверху Кильдямским еще будут. Там работы еще не завершены. А зачем вообще нужен горный песок? Ну, просто Кильдямским там смысла нету, потому что образовываются линзы, и Кильдямский песок опять же он провалится. Поэтому, чтобы более-менее подушка была, сперва мягким песком, потом сверху твердым. Нет, ну а зачем, а почему нельзя было сделать по песчано-гравийной смесью-то? Щебнем крупной фракции, если уж там проваливается. Мы же с вами договаривались, коллеги, что мы на уличных дорожных работах горный песок не используем. Договаривались? Подними проектно-сметную документацию, Александр Александрович, Хорошо. и посмотри. Потому что если вы там заложили горный песок в основу, тем более вы говорите, грунты у вас там такие, что проваливается, а вы туда еще... Ну, горный песок это что? Это глина. Совершенно верно. Но смотрите, у нас там грейдер проходился, он снимает всего буквально 5-10 сантиметров, потому что там у нас куча шлакоблока лежит, строительного мусора в этих же дорогах. И еще дополнительно его, ПГСом, я не знаю, там куча денег уйдет. Так, значит, смотрите проектно-сметную документацию. Хорошо. Я считаю, что горный песок, это вот, не знаю, если кто-то еще где-то отсыпается горным песком, то смотрите, такие работы не надо принимать. И не закладывайте никуда горный песок. Мы об этом с вами уже говорили несколько месяцев назад. Так, пожалуйста, Наталья Романовна. Так, на следующей неделе отчет Кангаласа, Маган Тулагина. Доброе утро, уважаемые коллеги. Ну, по отчету коллег, по детям, которые несколько раз бывают отмечены в ночных, скажем, бесхозном гулянии без родителей, Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с Управлением образованием проведут анализ и будут приняты определенные меры, и на особый контроль доведены информации до уполномоченных образовательных организаций. Так, на этой неделе социальный блок работал в плановом режиме. Было проведено совещание по СОТ «Победа-72». Поступало предложение от Департамента имущественных и земельных отношений по поводу разделения СОТ на несколько СОТ. Ну, над этим, наверное, стоит подумать, на 3 или на 4. В ходе совещания об этом проговаривали. Дело в том, что 280 участков, такое большое количество человек под одним сотом собрать абсолютно невозможно в этой связи. Дальше мы привели... Но от них поступила очередная жалоба. Да, я в курсе. Значит, надо все-таки как-то их Если они согласны разделиться на 3 сота, и это допустимо, то делите, потому что это очень большая группа людей, действительно. И не все согласны с действующим председателем этого СОТа. Поэтому я с вами согласна. Да, имеет смысл. некоторая сторона была согласна на разделение.
Ага, хорошо. Так, комиссия по оказанию материальной помощи семьям с детьми-инвалидами, выезжавшими за пределы города на лечение. В этом году, 31 июля, утверждено новое положение, в соответствии которой эта материальная помощь будет оказываться один раз в 2 года, но нововведение, скажем, при наличии 2 детей-инвалидов, то материальная помощь оказывается на каждого ребенка. Так, таких у нас детей, семей бывает несколько. Так, дальше. 20-21 августа обозначено августовское совещание работников Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, поэтому общегородское наше заседание, сентябрьское, оно будет назначено в сентябре до Дня города. Дальше в субботу по обращению, поступившим от управы Гагаринского округа, были посещены 30-я и 38-я школы. По планам ремонтных работ на 2020 год в СОЖ-30 мы думаем, что необходимо, наверное, изыскать какие-то определенные финансовые средства до начала этого учебного года, так как несколько лет подряд там идет замечание по низкому температурному режиму спортзала. Это действительно так. Мы посмотрели. Так, дальше. Было совещание по плану фестиваля «Золотая пора 60+» на этой неделе, ну, буквально на этой неделе до конца мы план на утверждение предоставим. Так, дальше. На этой неделе планируется совещание по приему в 1-е классы, так как очень много проблемных вопросов. В СОЖ номер 6 34 ребенка по закрепленной территории, не поступивших в АИК, это 22 зарегистрировано. В ЯГНГ 19, в 1-й школе 14, в Саха-политехническом лицее 19 и СОЖ 7 13. Это самое наибольшее количество детей, которые не попали на сегодняшний день в 1-й класс по закрепленной территории. В связи с этим Управлению образования я хочу дать поручение, чтобы провели сверку списков. Обычно эта работа проделывалась ежегодно, каждый год. В прошлом году было выявлено 638 детей, которые были зачислены в 2 и даже более образовательные организации одновременно, и в связи с этим высвобождались более 300 мест при поступлении в 1-й класс. Так, кроме этого, я бы еще Управление образования попросила, чтобы отозвали в отдел мониторинга и качества образования, скорее всего, начальника, который назначен только с 1 июля 2019 года. В отделе на сегодняшний день работает всего 1 специалист. А нагрузка очень большая, это и приемка общеобразовательных организаций, это и прием не только в 1-е классы, но и всех наших прибывающих граждан. Так. Я обращаю внимание на то, что не прекращается поток жалоб на работу дошкольного отдела. Дошкольный отдел, значит, ну, то ли там народу у вас не хватает, то ли что, но, в общем, поток жалоб огромный. Конечно, он отчасти сезонный перед началом, да, но тем не менее. Ну, следующий год все-таки надо пересмотреть график отпусков, чтобы в такие жаркие периоды все-таки специалисты находились на местах. Так, хорошо. Все? Спасибо. Евгений Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сардана Владимировна, за прошлую неделю стройблок отработал в штатном режиме. Из знаковых событий, значит, у нас было большое совещание с участием госэкспертизы, Министерства строительства по объектам главстроя с подрядчиками, проектировщиками по прохождению экспертизы 9 наших объектов. Выявили и ранжировали по важности и по срокам прохождения наиболее важных объектов, которые вводятся в этом году, в которых необходимо освоение в этом году. Значит, выработаны ряд шагов, которые позволяют нам находиться в графике. Сейчас плотно работаем по существующему графику утвержденному. Значит, проведено совещание, 2 совещания у министра строительства республики по проблемным объектам «Строймонтаж 2002» и «Короленко 25». По строймонтажу, значит, по Воинской 20 августа планируем завершение работ.
По автостраде идет итоговая проверка управления Госстройжилнадзора. По объекту, значит, Кальвица на этой неделе должен быть установлен кран и должны возобновиться работы. Это со слов подрядчика. Значит, проведено совещание по Парку Победы. Разработана первичная дорожная карта. На этой неделе в 8 утра, да, у вас завтра будет совещание с управами? Да. Да, вот я туда хочу подойти, есть кое-какие идеи. Значит, проведено также совещание совместно с УГРС и по поводу переноса газовых сетей по 6-й школе. Там, значит, опять возникла проблема самовольного строительства. Исходя из этого, значит, мы на этой неделе планируем с департаментом градостроительства, управлением муниципального Это вот контроля. про автомойку Да, про Емельян тоже, да. Ну, автодорожный округ, я не знаю, куда вы смотрели, значит, мало того, что у вас Емельян этот взял земельный участок под спортивный зал, построил кинотеатр, вы это прохлопали, дальше у вас, оказывается, там стоит объект самовольного строительства, автомойка того же Емельяна. Ну, это что такое-то? Вот, значит, исходя из этого, на этой неделе что мы делаем? На этой неделе мы проводим объезд по объектам самовольного строительства, в которых проживают люди, по объектам самовольного строительства, которые без документов вообще, чтобы составить перечень и готовиться к работам по сносу этих объектов. Значит, на этой неделе у нас также запланирована традиционная встреча с застройщиками, выезд на объекты строймонтажа совместно с Минстроем, значит, традиционные объезды по БКАТ, и на этой неделе мы поедем по объектам главстроя. Кратко все. Да, вот правильно, по объектам самовольного строительства сейчас опять начнется история, вот мы говорим уже, наступит зима, их начнут отключать от электроэнергии. Вот особенно меня беспокоят эти нежилые помещения по Можайского. Они опять будут возмущаться, создавать информационный фон о том, что их отключают от тепла, от электроэнергии, хотя мы понимаем, что это не жилые объекты. Это не жилые объекты, и, значит, Якутскэнерго тот же совершенно в рамках правового поля действует. И поэтому надо жильцов всех предупредить, кто проживает в этих нежилых помещениях, о том, что проблема прошлогодняя повторится. Задолженность у них сейчас какая там? Кто следит за этим? Гагаринский округ. А вот плохо. Сходите и посмотрите, потому что они у вас там сидят опять и ждут. Как начнется зима, начнется крик. Так, пожалуйста, Михаил Сергеевич. Доброе утро. Начну информацию с автобусов. Действительно, на прошлой неделе мы разбирались с фактами 2 падений. По одному падению запись есть, а по тому падению, где человек попал в кому, в дальнейшем скончался, действительно видеозапись отсутствует, несмотря на то, что мы еженедельно нашим переводчикам разъясняем, не только мы, и управление ГИБДД говорит о том, что одно из условий, которое имеется в договоре между окружной администрацией и перевозчиком, это как раз-таки наличие системы видеонаблюдения. Она должна работать и должна быть в исправном состоянии. В отношении 6-го маршрута я сам разбирался по этому факту. Приглашали мы и водителя, и индивидуального предпринимателя. Оказывается, то, что сделал водитель, он сделал с разрешения индивидуального предпринимателя. С разрешения? С разрешения индивидуального предпринимателя. Водитель работает на основании трудового договора, и совершенно неправильно, вразрез действующего налогового законодательства, данный водитель принимал оплату за проезд. Действительно, может быть удобно использование мобильного банка, но в данном случае мобильный банк тогда должен быть подключен на счет самого предпринимателя, но ни в коем случае не предпринимателя, ни в коем случае не его работника. Если проводить аналогию, это все равно, что прийти в магазин, и кассир в магазине скажет: давайте я не буду пробивать продукты по кассе, а приму через мобильный банк. Ну да, или кто-то платит пошлину, да, а будут принимать ее судебные приставы на свой счет, например, да, или судья будет верно. на свой Да, счет принимать. Совершенно верно. Или, например, арендные платежи за землю я буду принимать на свою карточку мобильный банк.
Это же очевидно, что это нарушение налогового Это законодательства. уход от Конечно, от причем налогов. группой лиц по предварительному сговору. В налоговый орган мы соответствующую информацию направили. В ближайшее время ждем реакцию. Действительно, у нас есть срывы по исполнению графиков перевозок. Мы провели анализ, и в первую очередь срывы связаны с тем, что у нас ремонтируются дороги, поэтому я прошу горожан отнестись с пониманием. Особенно это связано с теми автобусами, которые у нас двигаются по улице Петра Алексеева, Жарницкого. Эти две параллельные улицы вышли на ремонт, поэтому достаточно плотный график идет по улице Халтурина, по улице Строителей. Но я еще раз говорю о том, что я прошу горожан отнестись к этому с пониманием, и как только закончится Нет, ну у нас вы ремонт как дорог. бы отделите зерна от плевел. Там, где выход из графика связан с ремонтными работами, которые идут, это один разговор. Но как бы график нарушается же по всем маршрутам практически. По всем маршрутам. Вы видели эту таблицу. Там не только вот те, кто двигаются по ремонтируемым улицам, там у всех нарушений. Ну, да, есть, совершенно верно. Хорошо. Также на прошлой неделе мы провели очередное заседание правления Фонда развития города. Там мы приняли решение, плюс еще 2 предпринимателя приобретут новые автобусы, эти вот красные. В целом, на следующей неделе мы ожидаем, что в город Якутск уже 20 автобусов новых ПАС красных они подойдут, и также подойдут автобусы, которые мы приобретали за счет местного бюджета. Мы говорим про детские автобусы и про один экспериментальный автобус для МУП ЕПАК, который с системой кондиционирования. На прошлой неделе также мы очень плотно работали по школьному базару, принимали заявки. Здесь у нас поступили жалобы со стороны предпринимателей, почему мы просим действующий договор аренды, либо документы на право собственности действующей торговой точки, и почему мы просим ассортиментный перечень. Мы предпринимателям, кто подошел к нам, мы разъяснили. Дело в том, что это специализированная ярмарка. На этой ярмарке можно реализовывать продукцию только для школьников. В предыдущие годы не требовали такие документы? Ну, видимо нет. Ну, то есть я могу прийти на школьную ярмарку и торговать там колбасой? Ну вот в этом году мы уточнили положение и прописали, что тот предприниматель, который будет торговать на школьной ярмарке, он должен торговать только теми товарами, которые для... И причем не должен предприниматель, не имеющий опыта, он не должен торговать на этом рынке. Почему? Потому что, ну, к примеру, у нас была заявка предпринимателя, у которого есть действующая торговая точка, он торгует продуктами питания и бытовой химией. И он принял решение на этой ярмарке торговать одеждой и канцтоварами. Такого предпринимателя мы не пустили на этот рынок, ну, потому что у него на данный момент нет такого товара, во-первых. Во-вторых, в целях защиты прав потребителей. У потребителей в течение 15 дней есть право обменять товар. Если человек торгуется на этом рынке, а в дальнейшем он не осуществляет такую деятельность, то, естественно, человек Ну, вероятно, никуда не у него может такого подойти. вида деятельности нет в АКВЭД, да? И в АКВЭДе такого вида деятельности Ну, нет, понятно, совершенно понятно. верно. Хорошо. Хорошо. Значит, департамент финансов у нас работает по прогнозу бюджета. Также мы на прошлой неделе направили в контрольно-счетную палату проект решения Якутской городской думы о уточнении бюджета. И на прошлой неделе у нас было очередное заседание в форме ВКС с газэнергомонтажом. В принципе, все вопросы мы сняли. Сейчас в процессе находятся договоры аренды. Они на подписании находятся сейчас в Москве и должны на этой неделе, вот буквально сегодня-завтра, прибыть в город Якутск для того, чтобы наши муниципальные учреждения могли такие договоры Наталья аренды Романовна, вы с подписать. лицензиями успеете? С лицензиями успеете? У нас крайний день это 15 августа для направления таких документов в Рособорнадзор. Да. Остался всего один вопрос, это в части возмещения налога на имущество за первый квартал этого года и последний квартал прошлого года.
Ну, вот мы сейчас работаем совместно с Минэком и с ГЭМом. Ну, это уже текущая чтобы этот работа, и вопрос к не- лицензированию да, она как да. бы такого отношения не имеет. Хорошо. Вкратце все. Так, Георгий Афанасьевич, скажите, пожалуйста, когда точнее вы планируете выйти на МУП «Ритуал» с проверкой? Контрольный в сентябре? Сентябрь, да? А МУП ЕПАК когда вы поставили? ЕПАК тоже. Значит, в сентябре пойдете на проверки? Сейчас, в данное время, в августе людей нет. Ну, понятно, Просто-напросто. А в Сентябрь. сентябре уже будут. И Результаты сразу. к концу сентября будут? Сколько у вас плановая Ну, проверка? 2 недели? результат только в октябре. Результаты в октябре? Да. Хорошо, спасибо. Евдокия Ивановна, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Якутская городская дума продолжает рассмотрение программ, реализации программ муниципальных по итогам первого полугодия. На этой неделе у нас состоится заседание постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике, оно запланировано на завтра. Основной вопрос – это как раз исполнение бюджета за первое полугодие. И послезавтра запланировано заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии. И, Саган Владимировна, хотела сказать несколько слов по итогам нашего выезда совместного с управлением образования в село Хатасы, в лагерь труда и отдыха. Ну, на мой взгляд, довольно интересная информация. В этом году работало 5 лагерей труда и отдыха. Это Хатасская школа, Тулагинская, Маганская, 12-я пригородная, 30-я школа. Но 2 из этих школ работали по, ну, как бы, такой специальный, что ли, особый проект, который вели вместе Управление сельского хозяйства, Управление образования. Очень интересный проект. И за счет тех грантов, которые выделялись по линии управления сельского хозяйства, как раз дети, ну, осуществляли работу вот по выращиванию овощей, получали дети зарплату. Но, к сожалению, в прошлом году была сумма 3 миллиона, в этом году на 2 миллиона. И хотелось бы, конечно, на будущее учесть вот это, чтобы не было сокращения, был, наоборот, рост, потому что это позволяет охватить как можно большее количество детей и занять их очень нужным, очень важным делом. Очень хотелось бы, школы хотят в следующем году подключиться к этому проекту. Это и Маганская школа, и 12-я школа села Пригородная. И поэтому очень хотелось бы поддержать. Хочется сказать большое спасибо Управлению сельского хозяйства за именно вот этот проект, за то, что они ведут его, потому что он действительно очень нужный, очень интересный. И хочу отметить, что в прошлом году мы смотрели очень тщательно Тулагинскую школу, как они занимаются сенокосом и выращиванием овощей. А вот в этом году Хатасская средняя школа, кроме вот таких традиционных наших видов, скажем, да, занялась еще пчеловодством. И очень интересное начало, очень хорошее сотрудничество у них с профессиональными, скажем так, пчеловодами. И действительно есть большой интерес, и уже даже есть первый, скажем, итог этой работы. И, наверное, на Медовый Спас вот на 14 августа они хотят принять участие в этой выставке и выставить свою продукцию. Эти лагеря труда и отдыха работают при поддержке администрации и села Тулагина, и села Хатасы. Поэтому проект действительно очень интересный, очень нужный. И по Хатасской школе еще сразу хочу сказать. Хатасская агрошкола в этом году стала победителем конкурса федерального. Они получили федеральный грант по национальному проекту образования. Единственная из 6 агрошкол, которые подавали заявку вот в этот конкурс из нашей республики. Это единственная школа, которая получила этот грант. И в октябре месяце они планируют показать результат работы этого гранта, открыть учебную лабораторию по сельскому хозяйству. Они работают вместе с НИИ сельского хозяйства, очень серьезная работа. И наверняка открытие этой учебной лаборатории будет, предполагается, с участием заместителя министра просвещения Российской Федерации. То есть очень серьезная команда приедет к нам сюда на приемку, скажем, по результатам этого гранта. Сумма, конечно, хорошая, 6 миллионов, но она очень целевая. То есть там невозможно что-то сделать, вот, кроме тех
проектов, которые вот проговорены именно с федеральным центром. И для того, чтобы это было очень так и красиво, и серьезно, сегодня Хатасская администрация и управление образованием всячески помогает, но я думаю, что нужно, может быть, внимание и каких-то других структур, потому что эта лаборатория, этот центр, он будет единственный у нас в республике вот такого уровня. Сегодня проведена у них очень серьезная работа. Ну, может быть, и вам как-то съездить вот в августе. В сентябре они уже планируют открыть своими силами, а в октябре уже на уровне, скажем так, федерального центра. Очень интересный проект, где будет выращивание круглогодичное, каких-то вот опытных таких вот овощей, как опытная площадка будет в нашей республике. Поэтому проект очень интересный, и я думаю, что стоит уделить ему серьезное внимание. Пока они так работают сами тихо, но мне кажется, уже надо, чтобы их посмотреть, чтобы потом в октябре мы все с гордостью говорили о реализации этого проекта. Спасибо. Так, спасибо большое. Значит, коллеги, задачи наши на этой неделе новой остаются прежними. Вот для августа месяца они характерны. Это, во-первых, подготовка к новому учебному году. Особенно прошу обратить внимание на те объекты, на которых ведется у нас сейчас ремонт и реконструкция, а также на новые объекты. На новые объекты, вот особенно в части лицензирования. Второе, это у нас подготовка к зиме. Подготовка к зиме, ну, все работы, которые планомерно сейчас ведутся по промывке и так далее, это все как бы нормально, в графике мы двигаемся. Прошу все управы обратить внимание на наличие большого количества заявок на утепление. То есть много заявок на холодные полы, много заявок на холодные стены. Пожалуйста, в ЕДДС и в OneClick все эти заявки поднимите. Все эти заявки поднимите, посмотрите, что мы можем в августе месяце сделать. Второе – это ремонтные работы, которые ведутся по линии фонда капитального ремонта. В ежедневном режиме все объекты объезжать, смотреть, сверять с графиком производства работ. При малейшем отклонении необходимо, значит, нам принимать совместные усилия. Далее, утепление теплотрасс. На сегодняшний день эта работа в городе не чувствуется, поэтому просьба все свои теплотрассы посмотрите. Значит, и ресурсоснабжающие компании, и управляющие компании, кто за эти участки работы отвечает, необходимо подстегивать немножко. Михаил Сергеевич, вызывает вопросы работа ЕДДС. ЕДДС по этим безнадзорным лошадям они заявки принимать не хотят. Заявки относительно, вот проблема была последняя, возгорание, значит, электрощитка вследствие Кузьмина, да, адрес? Кузьмина, 20. Вследствие ненадлежащей работы, проведенной со стороны подрядчика, который нанял управляющая компания, значит, у нас ЕДДС заявки не принимает. Хотя там была реальная возможность, вот, особенно после подтопления, там у них произошло замыкание, дом могло произойти возгорание. ЕДДС заявки не принимает. Поэтому мы же с вами говорим о том, что ЕДДС мы рассматриваем не только как значит, подразделение гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мы говорим, что это единая диспетчерская дежурная служба. Так ведь? Поэтому, особенно когда мы с вами сейчас готовимся к реализации проекта «Умный город», я считаю, что функции диспетчерской службы должны быть расширены. И мы на неделе с ЕДДС об этом тоже говорили, точнее, с Виталием Эдуардовичем УГОЧС, в присутствии всех управ. Поэтому эту работу надо посмотреть и проанализируйте. Далее. Значит, мы с вами говорим о том, что мы готовимся к приему заявок на народный бюджет. На народный бюджет. Сейчас проходит проверка силами Общественной палаты, новых членов Общественной палаты города Якутска. Проводится проверка реализации проектов, которые получили финансирование из народного бюджета. Уже на текущем этапе есть вопросы. Есть вопросы. Марина Александровна, прошу на следующей планерке доложить. Потому что если эти проекты сейчас начнут срываться, до конца года они не смогут отчитаться, это будет не очень хорошая практика для нас. И поэтому всех руководителей комиссии, всех членов комиссии по народному бюджету все-таки прошу очень ответственно подойти к распределению этих средств. И мы с вами договаривались о том, что нынче средства народного бюджета будут направлены целевым образом на проекты, которые будут реализованы в двух основных направлениях. Это
Мы, значит, с вами сейчас находимся в реализации мероприятий Года Победы. Поэтому первое направление, на которое мы должны особенно уделить внимание, обратить внимание, это Год Победы. Все проекты, которые будут реализовываться вот в рамках этого, очень важного для нашей страны исторического события, они должны быть поддержаны. Второе, но не по значимости второе, а как бы так, по порядку скажем, да, это дополнительное образование. Дополнительное образование детей, ну и в совокупности социальные услуги. Вот эти два направления. Детские площадки и так далее, я все-таки считаю, согласна с Татьяной Казимировной, что это должно двигаться вот в порядке субсидий каких-то определенных. Потому что посредством народного бюджета, ну, правильно, конечно, но мы для каждого года ставим отдельные задачи. Управы, прошу как следует подготовиться к проведению первого слета гражданских активистов. В городе Якутске 17 августа проводится первый слет гражданских активистов. Пожалуйста, чтобы ваши советы ветеранов, советы женщин, молодежные советы, советы отцов, ну и другие общественные формирования все очень активно приняли участие в этом слете. Потому что в качестве значит, ну, не призовой фонд, а, как сказать, поощрение, будут выделены деньги из муниципального бюджета на реализацию лучшего проекта. То есть это командная работа. Поэтому просьба свои команды подготовить. Дальше. Значит, в 20-х числах у нас пройдет с вами городской фестиваль «Золотая пора». С программой можно ознакомиться, дополнительно программу разошлем. Разошлите, пожалуйста, всем своим общественным активистам. Мы говорим о людях старше 60 лет, которые обладают какими-то талантами, уникальным опытом, какими-то умениями, которые они могут показать всему городу. И в особенности это важно для людей среднего возраста, и особенно важно для молодежи. Как встречать старость? Как быть активными, да, находясь даже в очень глубоком возрасте, да, почтенном возрасте. Я думаю, что для всего общества это очень положительный пример. Поэтому вот этот фестиваль «Золотая пора», он объединит самых талантливых людей города Якутска возрастов старше 60 лет. И поэтому просьба, значит, широкое освещение также провести о проводимом этом нашем фестивале для более широкого активного участия наших старших горожан. Мы с вами говорим о том, что мы, значит, рассматриваем концепцию Парка Победы, и в День города 8 сентября мы все вместе с вами, все желающие, не под палку, а все желающие, пойдем садить туда первые деревья. Поэтому также своим горожанам, пожалуйста, по управам округам всем необходимо сообщить. Значит, по скверу Ломгинова обновленную информацию сегодня предоставить. По скверу Володи Губина обновленную информацию предоставить. Я так понимаю, что, в принципе, там положительные сдвиги есть у вас, да? Ну и, конечно, как всегда, в режиме безопасность и оказание качественных муниципальных услуг в городе Якутске. Ну, это задача наша с вами основная, главная. Безопасность наших горожан. Ну и в завершении нашего еженедельного совещания я бы хотела, значит, отметить нашу горожанку, значит, которая, не считаясь ни с какими опасностями и трудностями, значит, спасла утопающего человека. Сегодня у нас здесь присутствует в зале Саина Сергеевна Слепцова, медицинская сестра отделения функциональной диагностики Республиканской больницы номер 2. На неделе мы с ней встретились, да, и меня, конечно, поразило, что это совсем молодая мама 2 маленьких детей, увидев человека в опасности, не думая ни о себе, ни о своей семье, ни о маленьких детях, бросилась в воду и вытащила большого взрослого мужчину. Спасибо большое.